Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжает новости ишимбайского телевидения. С последними событиями вас познакомлю я, Алена Чернова. Праздник нам приходит в Ишимбай. Прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Особенный подарок. Депутаты районного совета поздравили учащихся коррекционной школы с наступающим Новым годом. Мастер-класс от башкирских пиратов. Участники Уфимского парахоккейного клуба продемонстрировали возможности слэдж-хоккея. В Ишимбае прошел традиционный парад Дедов Морозов. Главные новогодние персонажи прошли шествием от площади Ленина до площади Первооткрывателей. В предновогоднем параде приняли участие 60 Дедов Морозов. В гостях у сказки побывала и моя коллега Руфина Хужахметова. Парадом по центральным улицам Ишимбая прошлись Деды Морозы со своими снегурочками и дали старт предстоящим новогодним торжествам. Каждая пара представляла свое сельское поселение. 60 жителей района перевоплотили сказочных героев. Борода из ваты, красный нос и хорошее настроение. Все, что нужно было в этот день. Всем привет! Мы из Петровского сельского дома культуры. Всех поздравляем с наступающим праздником, Новым годом! Желаем всем счастья, здоровья, исполнения всех желаний и, конечно же, классного предновогоднего всем настроения! С наступающим Новым годом! Ура! Деды Морозы со своими сказочными внучками танцевали под популярные песни ради всеобщего хорошего настроения и веселья. К танцующим героям с удовольствием присоединились и горожане, которые пришли на площадь целыми семьями для того, чтобы принять участие в празднике и почувствовать атмосферу Нового года. На празднике состоялось награждение детей-отличников, активных и успешных участников олимпиад и спортивных состязаний. Полина Подрядова. Награждается Зарина Алексина. Желающих увидеть самых любимых гостей новогодних праздников, несмотря на сильный мороз, собралось немало. Участники парада согревались зажигательными танцами и песнями, с удовольствием фотографировались с новогодними персонажами. Жители ожидали интересные представления, конкурсная игровая программа и море веселья. Кульминацией парада стало торжественное открытие елки. Зажгись огнями яркими, нам лица озари, и в честь общей радости сияй, свети, гори. Самых активных участников парада отметили подарками. Обладателями гран-при стали Минибай Халитов и его дочь Элиза из села Нижняя Арметова. Дружная семья в таком тандеме участвует во всех конкурсах, любит веселье и праздники. Мы приехали с Нижнеарметовского сельского дома культуры. Замечательный праздник, и мы выиграли гран-при. Мы этому очень рады. Эти костюмы мы шили на деньги, которые выиграли в том году в районном конкурсе «Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов». Песни, пляски, хоровод и елка подарили ишимбайцам море эмоций. Это мероприятие становится уже традиционной. А для того, чтобы почувствовать новогоднее настроение, много не нужно. Борода и красная шуба. Закончился вечер праздничным салютом. Руфина Хужахметова, Ильназ Виккузин. Ишимбайское телевидение. Активистки женсовета Ишимбайского района организовали в канун новогоднего праздника ставшую уже традиционной акцию. Каждый год женщины этой общественной организации дарят подарки к Новому году детям-инвалидам, ребятам из многодетных, малоимущих семей, а также тем детишкам, которых воспитывают только мамы. Не стал исключением и этот год. Мы каждый раз встречаемся, каждый раз у нас новые идеи. И вот эта идея все-таки поддержания наших ребятишек, наших мамок под Новый год. Это вот, вы видите, мы собираем подарки для них. Сейчас вот разбираем, сортируем для того, чтобы подготовиться к такому большому празднику. Также активные женщины района подвели итоги уходящего года и обсудили предстоящие планы. В настоящее время первичные организации работают в каждом местном сельсовете. В течение года они проводят большую работу. Это и помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни и еще очень много других важных и нужных дел. Они праздники проводят, они какие-то информационные мероприятия проводят. Но очень красиво, очень интересно, и мы сами стараемся все делать для того, чтобы вот нам было комфортно в нашем районе.
Мы проводим такие вот, так скажем, большие акции, малые акции. Вы все прекрасно знаете, что у нас летняя феерия прошла, такой вот большой праздник летний. И мы очень хотим, чтобы вот такие праздники именно, они стали традицией в нашем районе. В Ишимбае идет настоящий праздничный марафон поздравлений, ведь Новый год – время чудес и исполнения желаний. Депутаты городского совета осуществили мечту учеников Ишимбайской коррекционной школы номер 7. Подробности в нашем следующем материале. В преддверии праздника это всегда приятно видеть радостные лица детей, делать какие-то добрые дела и, самое главное, дарить подарки. Мы пришли сегодня не просто так, а действительно пришли с небольшими, но подарочками вам перед Новым годом. Депутаты городского совета в преддверии Нового года сделали подарок детям коррекционной школы Ишимбая. Здесь учатся действительно особенные дети, самые добрые, светлые и интересные. И, конечно же, хочется, чтобы их школьная жизнь тоже была интересной и разнообразной. Сегодня городскому совету, нашим депутатам, предоставилась замечательная возможность поздравить деток коррекционной школы нашего города с наступающим Новым годом. Мы сегодня вручили небольшой, конечно, подарок, но очень значимый, очень важный для них, для развития их творчества, личности, для их роста. Самое главное, что сегодня произошло, это такой шаг навстречу вот этим особым детям от городского совета. Это у нас, оказывается, вот наш 5-й созыв. Это за много лет, это первая такая акция, которая произошла именно в стенах этой школы. Мы очень рады и будем в дальнейшем сотрудничать с педагогическим составом, с этим коллективом. Преподаватели школы не раз отмечали, что дети здесь очень творческие, стремятся всегда узнавать новые, вырезать, рисовать, решать. И поэтому принтер для них очень нужный подарок, который сделает путь к знаниям и развитию еще увлекательнее. Кроме основного подарка, ребят ждали новогодние мандарины, исполняющие желания. Депутаты обещали, что загаданные желания обязательно сбудутся, всего лишь что нужно верить. Сегодня в нашей школе побывали гости и сделали небольшой, но очень нужный подарок нашим детям и нашим педагогам. Они подарили принтер, который очень нужен нам для нашей деятельности. И сладкий приз – это мандарины. Мандарины удачи, мандарины счастья и мандарины желания. Потому что с этими мандаринками нам пообещали, что будут исполняться все наши желания. Мы очень даже благодарим наших гостей за то, что они обратили на нас внимание и первыми подарили нам частичку Нового года. Уфина Хужахметова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. В гости к юным ишимбайцам с особенностями здоровья приехали представители Уфимского парахоккейного клуба «Башкирские пираты». В течение 3 дней они демонстрировали детям возможности слэдж-хоккея или хоккея на санях. На одной из тренировок побывала наша съемочная группа. С ишимбайскими особенными детишками башкирские пираты встречаются впервые. Слэдж-хоккей – аналог хоккея с шайбой и паралимпийский вид спорта. Он специально разработан для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Слэдж-хоккей – это отличная реабилитация и абилитация для детей с детским церебральным параличом. Сейчас такое время, когда вот сложно очень уберечься от всяких болезней. И в силу этих обстоятельств сегодня мы приехали в укороченном составе. Второй приезд в Ишимбай башкирские пираты планируют на январь следующего года. Возможно, тогда встреча будет уже в более расширенном составе. Ильгиз Вахитов заболел хоккеем во время учебы в спецшколе для детей с ДЦП. Тогда же он и познакомился с участниками этого хоккейного клуба и уже приобрел там друзей. Есть у парня и свои кумиры среди наших хоккеистов. Когда я пришел в школу, я узнал, что 98% детской команды «Башкирские пираты» – это, например, вратарь Медведев Игорь, защитник Гадель Султанов. Это мои друзья. Кумир у меня вратарь Салат Юлаева и Юха Менцева. Я очень рад в этом стадионе, что мы здесь сидим. Первый раз. Спасибо, кто строил этот стадион, кто работает, особенно с детьми-инвалидами. К сожалению, детей очень мало, конечно. Было бы наше детство такие стадионы, такие клюшки.
Мы-то вообще деревянными клюшками играли. Занимались, спортзала не было, занимались в церкви у нас, спортзал был. Секция слэдж-хоккея в Ишимбайском ледовом дворце работает уже 2 месяца. Ее посещают 8 детей. Пока они занимаются в тренажерном зале. На лед еще не выходили. Скоро ожидается поступление 11 саней для юных хоккеистов. Тогда начнутся занятия на ледовой арене. А всего секцию смогут посещать примерно 20 особенных ребят. Ольга Валитова, Олег Долгушин, Ишимбайское телевидение. В Уфе состоялся всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Таланты Башкортостана. Новогодние чудеса». Образцовый танцевальный коллектив «Стрит Стайл» завоевал гран-при. Наши журналисты встретились с юными победителями. Образцовый танцевальный коллектив «Стрит Стайл» завоевал гран-при всероссийского конкурса фестиваля детского и юношеского творчества «Таланты Башкортостана. Новогодние чудеса» в номинации «Хореография». Юные шимбайские танцоры покорили зрителей и жюри танцем «Без козырка белая». Такого результата удалось достигнуть благодаря упорному труду и любви к своей работе руководителя ансамбля Розы Казановой. 18 декабря мы съездили на всероссийский конкурс в Уфу. Мы туда повезли 3 танцевальные композиции. Это получается у нас 5-6 лет танцевали озорные матрешки, заняли лауреат 1-й степени. Потом дальше у нас 2-й танец был «Без козырка белая». 7-9 лет, вот как раз таки вот они у нас стоят. И вот они сначала заняли у нас лауреат 1-й степени, и в конце конкурса нам дали самую высшую награду. Это гран-при. Вот наш дипломчик. Мы очень были счастливы, мы были рады, мы, конечно, не ожидали такой награды. Всего в конкурсной программе было представлено более 100 номеров. «Без козырка белая» в репертуаре коллектива уже 6 лет, но сейчас он стал гораздо сложнее и техничнее. Чистоту танца, эмоциональную передачу чувств и высокий подбородок танцоров заметили и отметили и зрители, и члены жюри. Зарина Яхина в ансамбле уже 6-й год. В танце она с гордостью выносит флаг коллектива «Стрит Стайл». В танце «Без козырка белая» в коллективе «Стрит Стайл» я выношу флаг. Мне доверили выносить его на сцену. И это большая для меня гордость. Коллектив у нас очень дружный. С удовольствием мы ходим на тренировку, и у нас очень хороший тренер. Розе Наилевне удалось создать действительно сплоченный и талантливый коллектив. Роза Наилевна дает нам огромную мотивацию, делится с нами мудростью, дарит свой опыт. Благодаря многочисленным тренировкам, нашему стимулу и дисциплине Розы Наилевны мы смогли отлично выступить и получить хорошую оценку жюри. Перед выходом на сцену было очень волнительно, и я очень сильно переживала, так как это очень масштабный конкурс «Таланты Башкортостана». Еще сильнее я переживала, чтобы наша команда не подвела нашего любимого руководителя Розу Наилевну. Когда мы узнали то, что получили гран-при конкурса, мы кричали и прыгали от радости, стали обниматься, поздравлять друг друга. Для начинающих танцоров эта победа – большое достижение. И мы уверены, что это только начало на пути к более высоким вершинам. Руфина Хужахметова, Ильназ Бекхудин, Ишимбайское телевидение. Зимние забавы, викторины, подвижные игры на свежем воздухе, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Открытие ледового городка во дворе домов на проспекте Ленина запомнится надолго. Наша съемочная группа побывала на празднике. В Ишимбае во дворе домов по улице Ленина 2 и 4 развернулся ледовый городок, построенный сотрудниками управляющей компании МУП ИДЭС. Посетители встретили главные персонажи предстоящего Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. С праздником! С наступающим Новым годом! На площадке расположились ледовый трон для фотографирования, горка и красавица-елка. В рамках открытия организована игровая программа. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, пели песни, рассказывали стихотворения, водили хороводы и за это получали подарки от Деда Мороза. Развлекательную программу подготовили работники Центра национальных культур. Ледовый городок подарит массу положительных впечатлений и эмоций не только жителям близко расположенных домов, но и всем ишимбайцам без исключения.
Айгуль Якупова, Олег Долгушин, Ишимбайское телевидение. На сегодня это все. Я напоминаю вам, что еще больше новостей можно найти на нашем YouTube-канале Ишимбай ТВ, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Ловите новости первыми и до встречи в следующем эфире. Thank you.